Сквер расположился на пересечении улиц Грибалевой и Новолитовской в густонаселенном районе Петербурга. Рядом детские сады и школы. Кстати, долгое время этот сквер в народе называли безымянным, и только в августе этого года ему присвоили имя. Сквер как место притяжения жителей Выборгского района. Настоящий островок зелени в мегаполисе. На 8000 квадратных метров простилаются прогулочные дорожки, установлены аккуратные скамейки, а ветви многолетних деревьев так и норовят приобнять прохожих. А вы, как житель Выборгского района, как относитесь к тому, что этот сквер переименовали в честь нашего выдающегося лингвиста? Как вы к этому относитесь? Мне кажется, это очень хорошая новость, потому что хочется чувствовать еще историческую связь вместе. И Россия супер многонациональная и разнообразная. Жизнь Семена Новгородова неразрывно связана с северной столицей. Здесь он учился и работал, и в этом же городе нашел последнее пристанище. Ученый захоронен в Смоленском кладбище Петербурга. Сквер имени основателя якутской письменности в скором будущем благоустроят. Здесь появятся якутские элементы. Большие планы у нас вместе с Чурапчинским районом. Семен Андреевич уроженец Чурапчинского улуса. Во-первых, подписать соглашение о сотрудничестве с Выборгским районом, куда войдут пункты по благоустройству сквера. Соглашение о благоустройстве будет подписано в конце этого года, а якутские объекты, такие как сакральная сергия или ограждение с этноузорами, украсят сквер уже в следующем, 23-м. Островок этой культуры в самом Санкт-Петербурге, конечно, сблизит народы, сблизит вот эту культуру, наполнит какими-то тонкостями, которые присущи именно вот Республике Саха-Якутия. Да, вот эти культурные связи прежде всего будут развивать и воспитывать нашу с вами молодежь. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург.